Добрый день, уважаемые члены жюри научно-практической конференции «Шага в будущее». Работу выполняли ученицы 6 Б класса Попова Виктория. И ученица 5 Б класса Попова Юлия, школа МОБУ-СОЖ номер 1 города Якутска. Тема нашей работы – настольная игра «Кынь». Цель проекта – составить обучающую настольную игру «Кынь» с описанием. Задачи – изучение литературы по истории и традиции якутских настольных игр. Провести мастер-класс желающим настольной игре «Кынь» для интересующихся. В дальнейшем еще подумать новые настольные игры на родном языке. Актуальность нашей темы очевидна. Исследование Родовского колледжа, опубликованное в журнале Psychological Science, показало, что у детей, которые часто играют в настольные игры, лучше развиты пространственное мышление, психические способности и уровень интеллекта. Мы и наша мама Попова Светлана Семеновна придумали обучающую настольную игру «Кын», которая способствует расширению общего кругозора учащихся, формированию лексических и грамматических навыков по темам растения, пища, посуда, животные, одежда и так далее, по развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Задачи игры – способствовать запоминанию лексических единиц по разным темам, развитие умения составлять простые предложения по образцу, аудитория, вся семья, дети, возрастных ограничений нет. Участники. В эту игру можно играть парами или же индивидуально. Оборудование. Игровое поле. Карточки для игры. На каждой карточке 6 различных слов. 10 персонажей. Песочные часы. Кубик для определения цифр. Цель игры «Кынь» – развить словарный запас знания родного якутского языка, умение правильно говорить, объяснять на якутском языке. Список слов может оказаться совершенно неожиданным и открыть пробелы в ваших знаниях. В нашей игре могут играть от 4 до 10 участников. Можете собрать компанию. Правила словесной игры просты. Как правильно объяснять слова? Объяснение загаданного на карте слова должно происходить без упоминания собственно него и однокоренных слов. Нельзя объяснять слово по частям. Если задано словосочетание и угадана его часть, то отгаданное слово можно дальше использовать в объяснении. Объяснять слова только на якутском языке. Участники должны угадать слово на время. Для этого используются песочные часы. Ход игры. Каждый играет сам за себя. Игрок выбирает себе персонажа и ставит его на старт. Начинает игру самый младший игрок. Далее очередь переходит к следующему игроку по часовой стрелке. Вся колода карт перетасовывается и делится поровну между игроками. Каждый раз перед тем, как начать объяснять слова, игрок, который загадывает слово, берет карточки с персонажами других участников и, не видя на карточке, перемешивает их и берет одну карточку, и в этой карточке будет написан его напарник. Подсчет очков. В конце каждого хода подсчитываются очки. За каждое угаданное слово начисляется 1 балл, позволяющий сделать шаг вперед. За каждое недогаданное или пропущенное слово – 1 штрафное очко. Штрафные карточки откладываются в отдельную стопку. Получить штраф легко, если назвать при объяснении само слово однокоренное или русское слово. На сумму штрафов игрок движется по полю назад. Победа. Победа. Условие победы еще проще, чем правило. Нужно всего лишь дойти первым до финиша. Поэтому игроку требуется быстро и понятно объяснять, не допускать отговорок, не пропускать карточки, объяснять все на якутском языке. Кто будет самым быстрым и сообразительным, тот и победит в игре. Спасибо Спасибо за за внимание. внимание.